Ассалам алейкум. Приветствую всех. Сюрди Кюэль. Добрый вечер. Так, как скажите, как меня слышно, как меня видно? Так. Отлично видно, отлично слышно. Отлично. Мир вам хорошо слышно, видно, мир вам хорошо слышно, видно. Так, одну секунду. Вот этот звук убирай, и теперь точно будет отлично все. Киев на связи. Домитив, приветствую. Все, эхо уже нету, Джахар, эхо нет. Аслан Ичкери, ассалам алейкум, братка, все отлично слышал, ва алейкум ассалам. Адам Грузинский, ва алейкум салам. Дебора, приветствую. Сестра. Турция, привет с Рима, говорит Иванка, Украина. Привет Риму. Слава Турции. Так. Привет всем с Украины. Василий Штурза. Привет, Украина. Машдоваль Масу говорит. Масуа Унсацал С. Маршал Хиль. Так, короче, начались наши приветствия. Наша неотъемлемая часть наших прекрасных эфиров. Так, Маждад, алейкум ассалам. Делре свой Маждад. Салам Маршал Думас Аслан дал эту боль, говорит Маждада. Так. Салам Аслан Катырский, говорит Майк Йохасан. Салам Йохансан. Чечня не Россия. Ассалам алейкум, так называемые закаевцы. Ва алейкум салам. Эльман Салманов. Ассалам алейкум, братья мусульмане. Ва алейкум салам, брат мусульманин. Так, Гермус Ушурма. Аслан. Гермус, пиши. Я тебе только что отвечал. Давай постараюсь чем тебе помочь. Я, забегая вперед, скажу, я не работаю здесь адвокатом, так как, во-первых, я еще не знаю достаточно языка, чтобы здесь защищать в судах. И после того, как я начал вести стримы, меня в России лишили статуса адвоката. Поэтому я могу только советовать, подсказывать, но я не могу участвовать непосредственно в делах. Руслан Серебряный. Аслан, советую заканчивать каждый стрим со словами «Путинская Россия будет разрушена», говорит Руслан Серебряный. Это очень хорошая идея. И если я в процессе разговора не забуду, да, то так как это твоя идея, как у нас говорят, предлагаешь, действуй. Поэтому я тебе, Руслан, предлагаю в конце каждого моего эфира напоминать мне об этом, вот этим своим постом. И я обязательно буду заканчивать. Это хорошая идея. Давай вместе будем в этом принимать участие. Так, Тарас Павлик, привет из Львова. Привет, Львов, приветствую. Привет из Ася, привет из Лиссабона. Привет, Ася, привет, Лиссабон. Унсацал эсва алейкум ассалам. Джахара Дудаев, Машволь Масу, приходите с миром все. Правильно. Силен Шадов, большой балканский салам из Стамбула. Салам, брат, салам, как тебя в Стамбул занесло? Как там в Стамбуле? Как настроение у турков? Готовы ли они еще дать по щам разным террористам и мерзавцам? Да, как мир перевернулся, да? Россия боролась с терроризмом, называя всех мусульман террористами подряд. Сама воспроизводя этот терроризм, сама внедряя туда своих вот этих агентов, которые провоцируют преступления. И теперь путинисты, русские фашисты оказались сами в роли террористов. 20-30 лет или 50 лет, когда Андропов разрабатывал эту стратегию, или кто у них там, Крючков был или Андропов,
которые разрабатывали эту стратегию по внедрению исламского терроризма, да, так называемого исламского терроризма, теперь вот вышло боком и самих теперь уже гасят. Слава Турции, к слову сказать. У нас сегодня будет очень интересная тема. Сегодня две прекрасные новости. Ну, вернее, сегодня одна прекрасная новость, потому что война в Афганистане закончилась. Подписан вчера мирный договор. И все, война закончилась. Да, мула. Хоть в одном уголке земного шара, в этой многострадальной афганской земле, наконец-то наступит мир. И слава Богу, что афганский народ хватило мудрости договориться о мире, подписать договор о мире и в конце концов строить нормальную созидательную жизнь. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Ну, конечно же, поговорим о новости, которая не сегодня, не вчера, уже несколько дней. О прекрасных способностях ВКС Турции, о прекрасной работе дронов турецких и о более 2000 убитых террористов турецкой армии и сирийскими ополченцами. Супер все. Так, пан Сувилли, ассаламу алейкум. Аслан, мне не тебе советовать, но держись настороженно с нуждающими в помощи в свете событий с двумя чеченскими блогерами. Алейкум салам, пан Сувилли. Да, конечно, я принимаю меры безопасности, и у меня как бы это стоит не на последнем месте. Все прекрасно знают, что может произойти все, что угодно. Мерзавцам можно ждать все, что угодно. Но помогать людям я просто обязан. Ну, в данном случае моя помощь ограничивается только консультативной помощью. Ни финансово помочь, ни представлять в интересах суда я пока не могу себе позволить. Поэтому я могу только консультировать, где-то подсказывать какую-то помощь. И я постоянно этим и занимаюсь. В том числе бывшим сотрудникам российских правоохранительных органов, которые вынуждены были по разным обстоятельствам оказались в рядах оккупационной полиции. И у нас все отлично. Движемся семимильными шагами. Да, Аллах. Так, всем ассаламу алейкум. Кавказус Бергер, ассаламу алейкум. Ичкерия Лайф, ва алейкумса. Адам Грузинский, Арнольд Шварценеггер, салам из Беларуси. Беларусь, салам. Короче говоря, всем большой-большой салам. Здоровье муя, говорит Кавказус Бергер. Здоровье великолепное просто. Так, отдыхаем, говорит Силен Шадов. Настроение отличное, в Турции отличное. Супер, супер. Да, нормально. Ну, отдыхать не работать. Вы можете себе позволить. Это хорошо, отдых хорошо. Всем большой салам. Родственникам, друзьям, всем большой салам. Гермес Ушурма, я хочу перебраться в Европу, и мне нужен там адвокат. Слышал, что с адвокатом легче. Совершенно верно. Наша большая ошибка, когда наши беженцы приезжают сюда в Европу, заключается в том, что мы в первую очередь не берем адвоката. Оттягиваем этот момент и идем сперва в миграционную службу, подаем там, как это называется, дорожное интервью сперва, потом большое интервью. Ждем, что миграционные службы скажут, проводят там интервью, это так называемое, я это называю форменным допросом. Я прошел через это, я знаю, о чем говорю. После этого отказ выносится, чаще всего, да, в последнее время против нас работает огромное количество российских агентур, там, агентов влияния, разных полезных идиотов, которые нас дискредитировали, у нас все отлично. Но благодаря вот последним 2-3 года ситуацию, я так вижу, мы потихонечку меняем. Ну, не, конечно же, не без помощи самой российской вот этой преступной мафии,
которые совершают убийство, преступления. Но она сейчас уже меняет ситуацию, вообще в мире меняет ситуацию о России, о ее там ценностях, о ее принципах и так далее. Так вот, не отходя от темы, скажу, когда вы сюда приезжаете, не идите в миграционную службу, не идите там 3-10, сперва идите к адвокату. Подготовьте, как будто вы идете на суд. Вот, ну, интервью, дорожное интервью, которое там первое, которое вы даете, как приехать, что, опять же, желательно согласовать, да, я-то имел представление, и как бы знал, что нужно говорить и как говорить, да, ну, тем, кто приезжает, им, ну, некоторые языком даже не владеют. Более того, есть еще одна важная деталь. Когда вам предоставляется переводчик там, с немецкого, допустим, и вам переводят на русский язык, это нарушение. Вы можете потребовать переводчика на чеченский, потому что не все хорошо знают чеченский язык. Вы обязательно должны требовать, чтобы вам переводили на том языке, на котором вы в совершенстве владеете. В том числе какая-нибудь терминология юридическая, которая на русском языке может быть вам непонятна. Какое-нибудь там действие закона какого-нибудь, которое опять же вам нужно будет объяснять. И только на том языке, на котором вы хорошо говорите, вы сможете говорить. Поэтому мой совет сперва, конечно, нанять адвоката. Я не могу тебе вот конкретно посоветовать, не зная, Гермес, в какую ты страну собираешься, посоветовать. Тем более, это еще важно, какую, даже в стране, в какой регион тебя закинут. Например, если я тебе посоветую адвоката в Гамбурге, а тебя закинут в Мюнхен, а это выборочно, там такой лотерея, где свободное место есть, компьютер сам выбирает, и вас отправляют. Хотя есть, когда причины, основания остаться, да, вас могут оставить в том регионе, в котором там, вы хотели бы остаться. Например, это может быть родственники, которые вам первое время будут оказывать помощь в адаптации, в первое время, когда вы прибудете на место. Например, я остался вот именно таким способом, там, написал немного документов и остался именно в Гамбурге, потому что у меня родители уже давно живут в Гамбурге. Ну, короче говоря, вам нужно в первую очередь взять адвоката, сделать интервью, и потом, когда вы пойдете на большое интервью, да, на главное интервью, вы к тому времени должны подготовить полностью материал, который соответствует не вашим эмоциям и каким-нибудь там желаниям, а доказательной базе, потому что база, бремя доказывания в данном случае лежит на вас. Вы должны доказать, что вас преследуют. И благодаря некоторым, даже не некоторым, а многим людям, которые сюда приезжают и из этого устроили бизнес, борцы за свободу, независимость, реально идеологически противники Кремля, противники фашистской России, здесь не получают документы или очень долго их получают. Люди, которые стоят вот на своих идеологических принципах, которым по закону положено получать вот этот статус. Вот благодаря вот этим разным шабашникам, которые сюда приезжают, и которые не хотят ничего делать, получают бумагу и сразу катаются туда-обратно. Да, они тут работают, делают деньги, но это надо понимать, что эти шабашники, при всем к ним уважении, должны задумываться о тех наших ветеранах, воинах, реально пострадавших. Даже если это один человек, а нас здесь, которые бы хотели бы просто в Европе там подлечиться, ну, лечиться это вообще отдельная тема, конечно. Кто там хотел бы, чтобы дети учились, там какое-то материальное положение подправить, работу найти. Даже если 10 тысяч этих человек, мы должны думать об одном ветеране, который реально преследуется российскими фашистскими властями. Поэтому нам нужно здесь доказывать, и тебе очень трудно будет это доказать, так как вот благодаря вот этим людям, которых вот, не все, конечно, и среди них недобросовестные, есть и добросовестные, порядочные, полно таких, но среди них появляются недобросовестные, непорядочные, которые дискредитируют
обманывают, ну и много-много чего делают, чтобы потом нам, уже честным людям, не верили. Поэтому нужно подходить, вот это не так просто, чтобы вот когда ты приедешь, я знал, что будет трудно, когда сюда ехал, но когда я приехал, я понял, что это оказалось еще труднее. Вот это с моим опытом, представлением, да, о той процедуре, которую придется проводить, да, это с учетом того, что у меня здесь много людей, кто мне мог помочь, перевести, там, ну и много-много. Язык это вот самая главная будет проблема, когда ты сюда приедешь. Ну, вкратце вот так вот. Если что, пиши в личку, я тебе могу что-то посоветовать, подсказать. Я не могу подсказать, как вам незаконно пересечь границу. Я этого не могу не сказать, так как я не знаю на самом деле. И даже если бы знал, я не мог бы вам это говорить, потому что это будет правонарушение с моей стороны. Вы можете вот, там, через Польшу визу сделать, ну и приехать. Можно также вот транзитным рейсом, тоже летают, так делают. Но это уже на ваше усмотрение. Так, пойдемте дальше. Так, Перчик, салам алейкум из Москвы. Ва алейкум салам, Москва. Как там Москва? Перчик, а? Турки оглу, ассалам алейкум. Турки оглу, ва алейкум ассалам. Настроение мое, Аслан. Супер, настроение отличное. Турки оглу, турки готовы к войне. Аллаху Акбар, говорит Турку оглу. Хорошо, да, по-другому их не остановишь. Только по морде дать, вот тогда, вот видите, Эрдоган дал по морде, сразу начал звонить там, все такое. Конечно, подлость еще обратно сделает. Это как только подвернется возможность. Так, Ох мне тут передавал приветище. Приветище, Ох, приветствую. Кавказус Бергер, ни шагу назад, говорит. Ца проблемец. Так, Василий. Так, подождите, куда делся Василий? Так, Тарик Хатабыч, основной говорит как адвокат. Так, я Василия потерял, но тут Адама Грузинского супер крутой, короче, вопрос мне понравился. Аслан, Турция намекнула Российской Федерации, что объявит джихад внутри Российской Федерации, призвав 25 миллионов мусульман Российской Федерации на борьбу и разрушение Российской Федерации изнутри. Что вы думаете? При всем уважении, конечно же, они могут это сделать, и призвать могут, и какую-то бучу поднять могут. Но когда чеченцы 20 лет сражались, и чеченцы призывали к этому самому джихаду всех мусульман, то чего-то не очень много было. Были добровольцы, хвала им, но их было немного. Так что, ну, если грамотно, там, мусульман поднять, там Дальний Восток поднять, там, кого еще, кто у нас еще, из крымских татар, например, да, в Донбассе, Луганске, Грузия начнет шевелиться, и все это будет массово и скоординировано, то, конечно, это даст эффект. А Россия держится на курьих ножках стоит эта избушка, и скоро развалится. Да, Алмула. Так. Горный Вольф. Аслан, Америка, политубище, Еварху Альхитон, реальным дуйте. Горный Вольф. Да, это реально, это даже очень хорошо, я тебе скажу. По крайней мере, нет ни одного случая, чтобы русские террористы убивали вот, ну, так, своих противников в Америке. И Америка не выдает того, кто оказывается там. И мне кажется, в Америке будешь больше защищен.
чем где бы то ни было. И это реально. Надо получить визу американскую или грин-карту, есть такие услуги. Правда, есть мошенники по грин-карте, там вам могут там названивать, выуживать у вас деньги, ну и так далее. Поэтому это очень реально. Так, поехали дальше. Так, Матуал, он зацал, битал, матехтал, эрш, биторой. Маждада, когда сдаетесь, не затрагивайте религию, так как в Чечне рай для ваххабистов. В Чечне на каждом углу мечети, одним словом шариат. Ну, я тут, конечно, не соглашусь, Маждад, с тобой. Если тебя преследуют по религиозным взглядам, то, конечно, нужно говорить об этом, да, если там, и лучше так говорить. И это будет честно, и я думаю, если правильно позиция, да, если вы приходите сюда просить здесь политическое убежище, значит вы доверяете этой системе, значит вы признаете эту систему. Вы не можете прийти обмануть их, вы не в состоянии войны с этой системой, да, с этой страной. Вы не можете прийти, например, в Германию и сказать, да, я буду там очень соблюдать правила, законы и так далее, а потом говорить, я их обхитрил, потому что я там такой весь из себя, я на джихаде там или еще что-то, причем такой домашний джихад. А это категорически, конечно, делать нельзя, потому что ни по исламу, ни по нашим обычаям, законам это не является допустимо лгать. Но если преследуют вас за то, что вы там молитесь, но Кадыровы и русские преподносят это именно так, что вы не признаете всех остальных, имеется в виду про тех, кого преследуют по религиозному признаку. Вы радикальные, что вы не признаете вообще другое ничего. Вот в таком случае происходит расхождение. Вы здесь просите убежище, здесь принимаете эту защиту, но при всем при этом вы считаете, что это там враг, причем обманывая, да, что мусульманину непозволительно. И вот такие моменты нужно просто тонко доказать, что все-таки Дум, духовное управление мусульман, Чеченской республики, Дагестане, там другие вот этих, то, что это российский Дум, это абсолютно не свободны, это отделы КГБ, ФСБ еще самых, когда в 1947 году было установлено. У меня на канале есть это видео. Я, кстати, буду иногда показывать свои видео, которые я раньше делал. Так что вот так вот. Так, благодаря тому, что нас дискредитировали, вы смотрите, был в Австрии человек. В Австрии был человек, Магомед Ибрагимов его зовут, Абу Хамза. Этому человеку дали 7,5 года за участие в Эмирате Кавказ. Эмират Кавказ признана террористической организацией. Так вот эти все люди, вокруг кого этот этот Абу Хамза, который в Австрии находился, и он на суде говорил, что он с Исламом Кадыровым на связи, что он является агентом. И он объяснял, мусульмане, послушайте, внимательно послушайте, как они объясняют эту ложь. Где эти товарищи, кстати говоря, которые были вокруг этого Абу Хамзы? Да, там же не все же агентура была, он же собрал искренних людей вокруг себя. Где вы, товарищи? Он же не просто так жил. Почему вы не говорите о том, что вот был такой Абу Хамза? Расскажите про этого Абу Хамзу. И этот Абу Хамза рассказывает, что он, минутку, внимания, все мусульмане, я помогал российским и европейским спецслужбам, выявлял радикалов, он говорит. Они вас подводят под этот радикализм, что все вокруг зло, что все против нас и так далее, и так далее. А потом они же сдают, смотрите, это называется провокация преступления.
провоцирует на преступление склонного, да, склонного человека к совершению этого преступления. Но если его не провоцировать, может он не украдет. Допустим, кошелек, да, в магазине. Если ему вот так подкладывать человеку, там с деньгами лежит кошелек, человек может задуматься, взять эти деньги, все, он совершил кражу. Это называется спровоцировать его на преступление. В этом русские очень большие специалисты. Это запрещено законом, это нельзя делать, это преступно, провоцировать на преступление. В любом законе любой страны это запрещено, но к этому прибегают. И не только русские прибегают. Но русские из этого сделали уже там национальный вид спорта, да, этот полицейский вид спорта, короче, или ФСБшный вид спорта. Поэтому нас дурят. И мы попадаемся. И когда это опять хочется мне, просто уже сколько времени сидит этот Абу Хамза, и никто из его товарищей, которые были обмануты, не сказал: Хаусиш, да, это был с нами этот человек, он обманывал, он дурил нас, мы кого-то в Сирию отправили, мы кого-то еще что-то сделали. Меча душу, где вы все? И вот этих вещей нужно нам избегать. Нами манипулируют, нас используют. И если кто-то это не понимает, это их беда. И мы пытаемся донести до вас. Надеюсь, получится. А не получится, домом дать. Так, Хамзат Гилаев. Ассаламу алейкум. Машалду сидо вежери ижри. Ва алейкум салам, Хамзат Гилаев. Говори свой машал хиль. Так. Пойдем дальше. Смотрите, я тогда перемотаю вопросы. Так, давайте я перемотаю, так что извиняйте. Сергей Мельник, Аслан, привет с Украины. Тебе не кажется, что пришло время забрать Крым? Сергей Мельник, я абсолютно уверен, что приветствую Украина. Я абсолютно уверен, что это уже давно пора делать. Вот то, что сейчас делает Турция, то же самое можете сделать вы. Это просто без базара. И об этом, кстати, Муслим Чеберлоевский, командир батальона имени шейха Мансура в Украине, он об этом давно уже говорил, и другие уже украинские солдаты, командиры об этом говорят. Конечно, и Крым, и Донецк вы заберете очень легко, вообще без проблем. Даст Бог. Ибрагим Алханов, ассаламу алейкум. В Европе много чеченцев, которые получили политубежище и люто ненавидят Ичкерию. Как говорится, тошно, не правда ли? Ва алейкум салам. Да, тошно. И если работать, начать против этих людей, да, выявлять их, там, отправлять их туда, ну, начнется, вот, вы там это, то, все делаете. А это по факту, это тоже и предательство тех сотен тысяч, которых мы похоронили. Так. Ислам. Аслан, салам, Машал, опоздал немного. Машал, хейли, Ислам. Все нормально. Приветствую. Бруда. Турк Оглу. Асланбей, как думаешь, Зеленский прокремлевский человек? Кукла Путина? Как думаешь? Нет, я не думаю, что он кукла Путина. Я не думаю. Давайте я вам расскажу одну вещь. Я вам покажу один ролик. Да? Смотрите, в 2006 году, летом, давайте потихонечку будем переходить к нашим основным темам, а то мы уже полчаса говорим. В 2006 году, летом 2006 года, Государственная Дума Российской Федерации срочно внесла изменения в действующее антитеррористическое законодательство, разрешающее президенту страны использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. Использовать в том числе и для упомянутого уничтожения террористов.
там тут ранее было упомянуто. Так вот, я бы хотел бы сейчас вернуться к этой теме. Короче говоря, Госдума в 2006 году разрешила Путину, лично, только Путину, применять вооруженные силы и спецслужбы за рубежом. После этого пошли убийства Литвиненко, там других, третьих, там много кого они убили. Зелимхана Ендербиева они убили тоже за границей. Короче говоря, что я хочу сказать. Вот смотрите, я вам показываю одно видео. Это видео... Сейчас я его выведу на экран, чтобы было видно. Сейчас я вам сперва покажу это видео, посмотрим это видео, а потом уже поговорим, о чем я хочу вам сказать. Так, секунду. Впервые Такс. российские военные открыто заявили о своей готовности к нелегальной работе за рубежом. Речь не идет о разведчиках, а подводные лодки, которая в чужих территориальных водах крадется к берегам вероятного противника. Это совсем не то. Опять, ключевое слово «впервые». Министерство обороны России, силы специальных операций продемонстрировали варианты своих возможных действий на сопредельной территории, то есть за границей. Силы специальных операций, войска предназначены для достижения политических и экономических целей в любой географической точке мира, представляющей интерес для Российской Федерации. Войска, воюющие в мирное время. На этой неделе штатная группа ССО войска, воюющие в мирное время, страны, как вы слышите. с учений, имитации переброски на территорию одного из соседних государств. Группы российских ССО приземляются условно на территории чужой страны. Задача – обнаружение базы иностранных диверсантов и разгром ее. Обратите внимание. Да, тоже обратите внимание, недавно во Франции была раскрыта база в горах, которая в Швейцарии, во Франции, в горах, которая на территории Франции не совершала преступлений, террористических актов, а выезжала в другие страны, совершала, благо здесь границ нет, возвращались на базу. Но во Франции их никто не ищет. Они там убивают, там, например, в Германии, как известно, убийца Хангашвили тоже был в Германии, на этой базе во Франции. Ну и вот другие такие моменты. Агентуры здесь, конкретно грушные, да, военные агентуры, здесь огромное количество. Они уже базами здесь находятся. И это стало внутренним делом, Европа стала внутренним делом России, о чем мы давно предупреждали. Давайте послушаем дальше. Внимание. Первое, что делают специалисты, переодеваются, меняют свою форму на камуфляж страны пребывания. Маскировка. В острых операциях решают, как правило, самые невероятные и пикантные задачи. Они вступают в дело, когда дипломатические методы уже не действуют. Отвлекают силы и внимание определенных стран от внешних проблем, создавая им проблемы внутренние. Раскачивают политику. Слышали, создавая внутренние проблемы, отвлекая от внешних проблем. Вы понимаете, что происходит? Они здесь нагнетают обстановку, чтобы Россию не трогали, чтобы не лезли в Сирию, чтобы Россия могла делать то, что она посчитает нужным в Украине, в Грузии, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерии. Вот для чего готовятся эти люди. И они об этом открыто по телевизору говорят, что это как не объявление войны. Политическую систему этих государств дестабилизирует обстановку, в том числе через третьи руки. В том числе через третьи руки, это, уважаемые господа чеченцы, это именно, наверное, о нас, не только о нас, но в первую очередь и о нас это говорят. И вот эти абухамзы, которые тут прикидываются такими религиозными деятелями, это и есть именно те третьи силы, благодаря которым они дестабилизируют обстановку внутри для того, чтобы отвлечь внимание иностранного государства от внешних своих каких-то действий. Силы специальных операций создают, обучают и руководят иностранными партизанскими движениями, устраняют нежелательных лидеров без всяких санкций на чужой территории и так далее. Естественно, эти учения проходили в России, но, как сказали люди, с которыми мы общались, которых снимали целую неделю, поступит приказ, география их действий будет любой. Александр Сладков... Поступит приказ, и у них география действий будет любой. И это правда.
И надо еще всем объяснить, почему вот у России появились вот такие вот головорезы. Когда в Чечне была война, русско-чеченская война, да, в это время у чеченцев не было армии, не было дронов, да, и мы воевали вот именно в спецоперациях. Я знаю здесь людей, которые принимали специальные группы, были тот же спецназ Гилаева, Басаева, которые работали против спецназа русских. И вот если вы помните, чуть ли не каждый день в горах, в городах, в селах, населенных пунктах Чеченской Республики, Ичкерия, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии проходились разные спецоперации, так называемые спецоперации. Выявлялись по информации, чаще всего по телефону, отслеживали, да, наших парней и окружали их и убивали. Вот 1, 2, 3 человека находятся в доме, они их окружают и применяют оружие. И они очень много тренировались. Они воевали против абсолютно бесстрашных людей. И они смотрели, ну какой бы ты ни был бесстрашный, тебя можно убить. И тебя перестаешь ты быть. Вот в чем плохо быть супер бесстрашным. Потому что после этого нет того человека, который готов ради своей идеи отдать жизнь. Потому что его уже не существует. И наша задача, конечно же, как можно больше сохранить этих людей, которые пассионарии, которые хотели бы изменить свою страну, сделать ее свободной. Так вот, я часто думал, вот столько людей, они почти каждый день они убивают. И смотрел на этих в масках, в этих Уралах, потом у них новое оружие появлялось, потом уже модифицированные вот эти броневики появлялись, эти Уралы, пулеметы специальные появлялись. Ну, они всячески подготавливали свой спецназ. И у них был очень такой хороший противник, который их научил. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, вот эти подготовленные вот эти террористы, русские террористы, разных национальностей, там есть чеченцы, там есть дагестанцы, там есть украинцы, грузины и все остальные, евреи, чтобы никто не обиделся, всех перечислил. Поэтому вот эти люди, которые подготавливались вот таким способом, они сейчас находятся тут в Европе. Зайти, уничтожить какое-нибудь там административное здание, да, захватить парламент, это вообще без проблем. Нужно найти полезного идиота, который возьмет на себя и будет это озвучивать. Они зайдут в это здание и исполнят. Да. Кто-то будет обманут, что вот там надо что-то как-то сделать и так далее. Отомстить там, да, кафирам, неверным и так далее. Например, можно провести, своими силами взрыв против Дортмундской Боруссии, футбольной команды, когда русский террорист Сергей С. или Ф., как его писала о нем пресса, совершил террористический акт, тройной террористический подрыв, и написал записку, что вот Германия должна вывести войска с земель ИГИЛ, и вот он объявляет джихад, и он так и будет действовать. Это, во-первых, отвести следствие, да, на ложный путь направить. Во-вторых, это дискредитация мусульман, очередная дискредитация мусульман, чтобы в мире у нас не было никакого ни имени, ни авторитета, чтобы с нами не считались. Ну и плюс пытались заработать на этом самым циничным и подлым, да, способом. Как сказал прокурор в Германии, в этой земле, в Боруссии, или в Дортмунде, он сказал, что более циничного способа за всю свою историю прокурором я не видел способа заработать деньги, вот так убив любимцев в Германии. И это будет продолжаться, самое интересное. И никто не собирается останавливаться. И очевидно, что никто не понимает, что происходит, да, или не до конца понимает, что происходит. Да. Американцы сейчас проснулись, начали разворачивать вот этот свой большой авиалайнер в направлении там борьбы с этими террористами. Но в Европе очень даже спокойно к этому относятся.
Они, наверное, рассчитывают, что там будут там убивать только чеченцев, но это не так. Я спешу расстроить. Это не так. Будут убивать всех, и запугивать будут, и подкупать будут. И будет вестись огромная работа по этому направлению. Если не поставить заслоны, не прекратить существование этой фашистской организации ФСБ, КГБ. Террористической, самой большой террористической организации в мире. Так, давайте тогда я вам расскажу еще одно. Давайте немного поотвечаю на ваши вопросы, а потом перейду к теме про Турцию. Очень важную тему, которую я оставил напоследок, чтобы нам было приятно, чтобы насладились эфиром, так сказать, как наслаждался им я. Так, Фриман, антипутинизм. Кремль является центром оси терроризма в мире, и метастазы этой раковой опухоли расползаются по всему миру. А Турция начала обрубать эти метастазы, говорит Фриман, антипутинизм. Полностью с тобой согласен, брат. Так, Елена Орлова, привет. Салам с грузинским ником. Салам, братья Кавказа. Так. Рубайте Мицаеву. Рубайте, ты, по-моему, выдаешь все тайны, а удиц. На что вы рубайте? Так. Мелуд, идите шмаять, рубайте. Так, Ика Азери. Надо всех беженцев из Сирии направить в Россию. Может, тогда они остепенятся. Они запытают этих беженцев. Так. Так, Аслан Керим, это же реклама. Их можно увидеть в Гудербургском районе, с парашюта прыгают. Там прыгают, кружат и какие-то сальты. На деле мы их знаем. Знаем, Аслан Керима, мы на деле их знаем. Но здесь ведь тоже неподготовленные люди находятся. Да? Здесь, конечно же, им дадут пинка. Это дело времени. Развернется. Это не ради чеченцев. Ни немцы, ни американцы. Никто не будет ради нас ничего делать. Но мы-то понимаем, что им ради себя придется это делать. И, конечно, они развернутся и дадут так по носу, как когда-то дали Советскому Союзу. Потенциал Европы, он просто в разы больше, чем был, даже когда они тягались с Советским Союзом. По крайней мере, бывший вот этот соцлагерь, так называемый, Польша, Чехословакия, Венгрия, Болгария и так далее, эти страны ведь не входили в Евросоюз. И в Польше, и в Болгарии, и в странах Балтии, и в других странах, в Венгрии, все прекрасно знают, что такое совок. И поэтому там есть мотивированные, прекрасно понимающие, осознающие проблемы. И поэтому Европа и богаче стала в материальном плане, она стала сильнее. Сейчас оружие, технологии изменились, русские отстали как следует от этого. Ну и плюс прибавились страны, которые будут отстаивать эту цивилизацию, западную цивилизацию, против вот этой орды фашистской. Поэтому шансов у них нет. Но нагадить они могут очень много. Поехали дальше. Так, смотрите, вот здесь человек с нехорошим ником Адольф и так далее, Бург оканчивается. Я тебя сейчас на время исключу. Да, я тебя временно исключаю, потому что с таким ником на моем канале люди быть не могут. Гитлер является фашистом, нацистом, убийцей, военным преступником. И мы ни в коем случае его поддерживать не будем. И дискредитировать чеченцев вот таким способом я тоже не позволю на своем канале.
Рубати Мицеев Аснани Масхаду Саадокш Массу Воуши Рез Бот Челе Мехтек Хирю Шейдерикс Хаал. Рубати Мицеева говорит, ну это по-чеченски, там будут в основном чеченцы, поэтому всех призываем и всех чеченцев, Массу Нохчеш Хайкаму 7 марта Хадвиль, Вайтига, Вайнохче Рилка, Киту Вишвек, Элу Вишвек, Шимнени Ега, Хазгар Чальдистахила. Пойдем дальше. Если мы боремся, да, против оккупации, если мы боремся за свои права, давайте объединяться, давайте не разъединяться, давайте мы будем на одной стезе, на государственных позициях стоять, не растягивать в разные стороны. Одикумду дал мула, дикна крылду дал тяги вертки юэль. Так. Дометиев, так работали в КГБ, переодевались в УПА, говорит. Да, они везде так работали. Так, Рубати Мицаев, жду всех, иншаллах, шуиш юкуз. Рубати нас всех зовет. Присоединяйтесь. Нохчи, давай, давайте, чеченцы, объединимся. У нас есть правительство. Если есть вопросы к этому правительству, специально по этому поводу Ахмед Закаев созывает всех. Туда позван Сараляпов. И я лично тоже хочу послушать Сараляпова. Я этого человека в жизни не видел. Я хотел бы узнать, на каких позициях он, почему его не видно, не слышно, почему не создан там, какие-то действия. У меня вопросы, я еще согласуюсь со своими товарищами, задам Сараляпову вопросы. Туда приглашен Аят Эдигов. Аят, мы приглашаем тебя, я буду рад тебя там видеть. Туда приедут все, кто хочет. Соберемся, пообщаемся. Вай Аслан Масхадов, Видя Дагадович, Цунах Сайгадовш. Прекрасно проведем время, скоординируемся. Я не знаю, все объединимся на одном пути. Вот наша задача, объединиться на одном пути. У нас есть правительство, все вокруг этого правительства объединяемся и занимаемся. Кстати, к правительству у меня тоже есть вопросы, которые я тоже там задам. Публично задам или лично, я не знаю, но обязательно Ахмеду Закаеву у меня тоже есть свои вопросы на разные темы, которые я тоже буду спрашивать. К другим людям, может, у кого возникнут вопросы. Ко мне, может, у кого-то будут вопросы возникнуть. Приходите, я буду отвечать на все вопросы. С удовольствием. Рад рассказать про все. Вот там, вот эти разные, здесь есть там каратисты, очень называю себя мусульманами, пишущие вот такие вещи. Так оскорблять, так нецензурно писать в мой адрес или адрес там Ахмеда Закаева, правительства. Я не являюсь членом правительства, поэтому не надо делить на закаевцы это. Я ичкириец. Да, Ахмед Закаев это правительство. Я рядовой гражданин. Это. Если кто-то что-то хочет там, как-то что-то там разобраться, ну, имеется в виду, вне пределах нашего закона, давайте я предлагаю всем, извините, я сейчас скажу, буду говорить на чеченском. Давайте сделаем так. Сюет сахунг асдарьяч, ас ишт али, сюек саймнени ю итидрьячи, харкайнак сюек айш ду алитрьяч, су сайшин барган, гушдек, сайн хештек, су хумшан юк абуал бина усун хар систем, шун цакич хиламек, ирин хиламек шу, шаш наксаннаш сюет сум ил, искренне дала, шаш дала мам харт сум дючу суал, шун хит асагант и кайкан. И сюет хаста, сюет шуть любой чунс, шрэскшен, давай, вэш танк астуэл, рэскшен ты вон, хрун луч эру, сун, юхца волш, деш, ишт рэскачун, юхца волш, давиан, валлахи, хэнса дама волсо, ас дай иштум да дизе. А ишта хабар шди, царши, хари, вожи, я имею достаточный опыт, чтобы разбираться в этих вещах. И я имею достаточную информацию, чтобы делать выводы.
И я буду стоять на этом. И ни Путин, ни Кадыров, ни какие-нибудь мерзавцы меня не переубедят в том, что я делаю. Вот такие вот вопросы. А там вот это матом писать, оскорблять, сун вообще, сун яхит. Валлахи, сун яхит, например, я здесь. До того, я должен быть. Ой, Короче говоря, ждем всех. Приходите, ночи бушунцы, приглашаются чеченцы, только чеченцы со всей Европы. Хадуиль шадерша, тхошу вежри душуну, валлахи, биллахи, таллахи, тхошу вежри маду. Валлахи, биллахи, сун боиш бол нахи, свои. Абсолютно ночи омани бусал динни в пачатни, духал ямарт мада, наоборот. Иша вол сага закаючи, макаючи, вишти бош, цершпеш, шо аш долша, всю жизнь кунет, а легче буйнах. Хадуиле дahit ти буал биешек, да луштек ди, да дух коум душу. Я хум деш да ца хотя бы дahit, отшаш, дуалит. Хадуиле вопрос, но должно быть все в рамках приличия, если. А кто хочет отдельно, асшурдаалак, любой наг сюет, хамел дешуй, ишт вац ар сюетсенс, ху акастер яшуй, любой чао акастер с бубу, любой сай, хуман дица эла, ама иштаца акастер, натарану оля арсун оле, ханца аздел чао йокшу азгазкшант и воксушит, ханца аш бог условит я, давай ишт давай, шун луч эо. Давай иш давай, отцу не адинак, агенту али, вол дел, цунас цуа тиеш дел, тхуин ху дел, Шевченко Максиму, агенту али, шена, цугу маца босу, суму я язде, шум дохкум хилла маца, хаду илиш так, объяснение, хасхич, саган хум дюч дох, что вот, Куздавум дочь ашду просто так саган цехвали, саган презумпция невиновности, доказательства, хиллалси, бошто им цеху уж думает шунтва. Сюек сагу дицен, ктуам бензуюк ахиллол сагу. Шиен 2007-2008 уйчу цухен дюнда агенту бош, уйч шиен дицен. Истигуэра иза цигахилушун цу подтвердить дидуки. Ла изам Кучуа ди душа боцу подтвердить. Но я что хочу сказать, вы я цавежриду, вы нюка цагум дачун, динна цадушун вы, мохта цабушун вы, мохка цабушун вы ис цагум дачун, вы нюка дукку зулам дуэлан, вы нюка дукку питан дуэлан, и питана дадак диз, вы цаннизм ти дахит диз, нравится, не нравится цабоша, датих дишум дуэра, почал колар, простой дацер. Sun tavan цели члена, sun премьер-министр цави, sun пачапца из эльче, из нисцахуль. И эларсона, истах вацавул, убал, маби убал. Дек долш маду, царь сохранить тинюкы, цу закаюси, цу наваще сохранить тинюкы, рой ичкери. Тахан лечь дина. И это правда, и никто не может это оспорить. Царь массера, отец, закаю, смертный приговор, мир приговорит. Астемирову шариатский закон. А мечавор шавега цухена, яцер цухена ичкери, соа церцу ичкерец. Соа сом цуюк ава вацер цаница вацер со, ну со цухена док дючтега нисахи чхаошва. Вай пачал приолшу и пачал сохранить. И дигар дуса. Тхо цаннина ямарт дачан, цаннина бугуба беш дас. Тхо дейл шидва, вай омдва, вай дабан белбол нердва, и синвашдва. Кунах трек худалурдар тиш алиш. Лично соу, но солилам дук конец, дук шаршдац, всю жизнь лиш на мухотя, всю жизнь. Гарвай пача колледж дюнда дуй. И на роушен бойша бушадега церь обидча, церь роушен васнаша, это вообще нас не касается. Таган закаеви и дигой царь шанюк астадина, иши бертвян шута. Вайн худу царь ху абяча. Царь ху адича, штан баккина буш кунета духан qarvik xaboq shabush. Ta lievich suigarder du galt, qichingarder du galt раз qita qich. Какая у нас цель? Какая у нас идея? Иду хой шадега, ида диш хой.
Теперь я отвечаю буквально 5-10 минут на ваши вопросы и потом перехожу к прекрасной Турции. Так, поехали дальше. Я все перемотаю, друзья, извините. Ночью хирбу адат хирду, ночью гадах курдат. Таму арбат. Так, Чингисхан, в таком случае будем выявлять русских, живущих в Европе, которые служили в Чечении, и будем нейтрализовывать. Одна рука моет другую. Это тоже не совсем верно, Чингис. Нейтрализовывать мы не имеем права. Есть ведь правила, опять же. Мы находимся, во-первых, под юрисдикцией, я в данном случае Германии. Я не могу нарушить закон и не могу дать нарушить даже нашему правительству, потому что это незаконно. И если мы если мы выявляем, и этот человек является преступником, мы можем написать, вот берем ручку, садимся и пишем, этот человек, все, вот, к сожалению, других методов у нас нет. Мы не можем по-другому. Даже если это будет Шаманов здесь какой-нибудь, да, можно выскочить и грохнуть эту свинью. Но этот человек должен будет сесть в тюрьму. Он должен будет знать, что он понесет наказание. Я это буду, ты это будешь, без разницы. Ну, и опять же мы не проявим неуважение к Германии. Да, наш враг оказался рядом, и мы смогли этого военного преступника замочить. Но это нельзя так делать. И что ждешь, это простые и сложные вещи одновременно, которым нам нужно учиться. Потому что у нас государство, к которому мы должны относиться как к государству. Как только мы не относимся к нему как к государству, ни к своему, ни к чужому, которое нас приютило, мы перестаем быть вообще способными иметь это государство. Да? Мы говорим, что мы дикари, которые не понимают. Преступность есть в всех странах и так далее, и так далее. Ну, понимаете, что я хочу сказать. Ичкерия Лайв говорит, Шаманов, ты речь умадет. Дух я решим, ты речь умадочишь, он мадик диза. Но всему свое время. Так, долгие годы прослужив в Русни замначальника связи, аж самого Игоря Шмак, героя России, майора ГРУ, навязывает нам, говорит Рубат Митцев. Так, Маждада, есть консервативное общество в Чечне и есть конституция Чирии. Все ответят за свои действия. Даял Мула. Так, в блок Адольфа. Так. Reality French English, Машволь. Почему Турция не признает Ичкерию? Худшего урона для России не будет. Да, то же самое я бы сказал бы French English и по отношению к Украине, и по отношению к Грузии. Почему эти страны молчат? Я не могу понять. Кстати говоря, пользуясь случаем, передаю привет дедусику. Беху, видишь? Так, Руслан Серебряный. Аслан, лизоблюдов Кадырова как можно будет наказывать? Хотя бы какие-то санкции должны быть. Ну, я не знаю, Руслан. Это, конечно, какие-то санкции должны, люстрацию пройти. Ну, по крайней мере, всемирное осуждение должно быть. Так, пойдем дальше. Некоторые чеченцы уже стали седыми в борьбе против русских оккупантов. Никакая шваль чеченоговорящая им не помешает в борьбе. Дал мула, Фриман, нам не поделишь. Но чанте прикол. Аслан, тузик, беду инши бог, намекать дешь долг, амилш не исхите он. Я усалхит, ишт интернет, что обзываться дал ночи амляду из, я мюжги амляду. Изе ногч сцены деш не истец из амбаду раскшен ты бобиш полнарц дара ису не срит und der Chazer wena Deutsche der zum der Olschbiedat Szen Olschek طبعا حون عينك وخير دو تسر سون تو شو عايز يشتش دوتش
Так, ищем трольше хилюцянюка. Но ночи бубош бешем хилюцянюка, юмштуч. Так, рэскшен ты болбешвига, постращаил действий убежденность в том, что исега рэскшен ты болбешва. Кицаум дац. Все наши действия исходят из асун, ночи уи, папу асуи, рэскшти уи, сун и рэскиву. Цу рэскши пачалкан, дюхал эрвал ашу. Сокуза просто моткам бели, просто сугайт вахия нашват. Сокуза сулил дохуш, ал басаевс эйларк. Сасаги, если один человек знает, что ему делать и как делать, если у него есть компьютер, он много чего может сделать. Так вот, я знаю, что я делаю. Я знаю, что я иду полностью в защите прав своего народа, самого угнетенного. Остальные вот эти красивые слова, я все хорошо, и сам велся, попадался на эти уловки. Суна, еще, наверное, попадусь, не буду забегать, зарекаться. Цаха, ложь, она очень сильная. Я иногда удивляюсь, как они так могут нагло лгать просто на протяжении вот этого времени. Эти 20 лет. Цундела суна нис хит таган бедуинш нормально камду бедуинш налумдат тузик раски жалях кисун китяк сун цахашун. Так. Рубайте бицаю аслан сою куз яца ля хун гасо. Рубайте гагуш ишаюш хайнаш сандук мацаиша сцаны. Жить хорошо, башуда. Турки огло. Асламбе может на следующем стриме повесить турецкий флаг рядом с флагом Ири, наверное, в знак солидарности с турецкими военными. И так я прошлый стрим я именно так и сделал, дорогой брат. Именно вот этот флаг у меня висел за спиной, и пускай повисит еще. Так, давайте я тогда перемотаю. Так, свободил ночи антиприколик, ответить, да есть. Ахтарях тагдал диз от згас кибеллой бубок чарях хахбел кигичнаган юк и питандуш мосташ жигать дерду из хамел китам дацадиз. Иза низ буа антиприкол. Конечно, мы должны постараться. Но знаете, когда постоянно тебя тюкают, достают, то ты начинаешь говорить, как-то не объяснить тоже, да, начинает все, он верит в это, и ему бесполезно объяснить. И он тебе может все что угодно говорить. Ни слухар, я не знаю как. Я призываю всех к единству. Я никого не оскорблял. Заметьте, я никого никогда не оскорблял. Я сказал, что это именно кроме этого человека, да, и его братика, которые они являются, кем они являются. И я ту провокацию, которая была совершена против меня неоднократно, а в последний раз в Берлине, мне кто-то может сказать, нет, это не так, ее не было, этой провокации. Мы не нагнетали, что кадыровцы напали, а мы как раз Хангашвили митинг делали, потом на меня атака шла. У меня сейчас на все время на канал атака идет. У меня постоянно списываются эти подписчики, идет работа против меня. Почему против других она не идет? Вы не задавались этим вопросом? И мне люди хотят сказать, нет, и что, просто суна, я ошибаюсь, что я где-то шпиономанией страдаю. И нет, я не страдаю шпиономанией. Я, конечно, внимательно отношусь ко всем, но в данном случае это основанное на доказательствах, на массе косвенных и показаниях разных свидетелей подтверждается эта информация. В том числе очень достоверная информация. И что вы мне хотите сказать? Теперь нет, Аслан Харцу, он своим глазам должен не верить, да, получается? Нет, это не так. Если бы меня можно было бы заставить изменить свое мнение, я бы не говорил бы против Путина, который убивает полонием всех подряд, убивает газом и как угодно, взрывает, сжигает и убил 300 тысяч моего народа.
Если бы меня можно было бы там просто заставить изменить какое-то мнение. Нет, это четко сформировано, да, я знаю, как это происходит, я это изучал, я представляю, как это было. Хотя я до конца верил, что этот человек просто полезный идиот. Нет, дорогие мои, это не полезный идиот. И что мду. Пойдем дальше. Адам Хюк هم на эмоциях Адам Хюк эмоция бонус, а ночью антиприкол. Так, поехали дальше. Все, давайте, короче. Давайте сейчас мы поговорим о прекрасной Турции. Смотрите, есть видео, где осадист один попал под удары турецкой авиации, и он передает предсмертное. Потом он погибает, но он передает. Вы не увидите, как он здесь погиб, но вы увидите вот этот сам момент, когда он передает. На Новой газете, на сайте Новой газеты. Давайте, короче, начнем видео. Сейчас, одну минутку. Турция нанесла 28 февраля по позициям сирийской армии удары и ее союзникам Идлибе. Сирийцы бросили боевиков Хизбаллы на передовой. В Новой газете оказалось предсмертное видео одного из них. То, что сейчас происходит с нами, это как легенда Хизбаллы. Мы не можем сопротивляться, они косят нас, они убивают всех. Опа, мы не можем сопротивляться. Так, вот на этом мы остановимся. Вот это мы перестанем. Так, давайте дальше. Дальше есть тоже очень хорошее видео. Оно чуть-чуть подлиннее, чем это, но оно подробно рассказывает на канале «Самый сок». И я бы хотел вам включить это видео, чтобы была полная картина того, что происходит в Турции. Как уничтожаются путинские террористы в Турции. Так, поехали. Забрали своих ихтамнетов и вышли за пределы зоны деэскалации до конца месяца. Конец месяца истек, и турецкие военные сделали кошмар на улице Вязов-2. По информации, которая идет от людей на местах, начались массированные удары турецкой артиллерии и авиации уже не только в районе Идлиба, а вдоль всей зоны деэскалации. Собственно говоря, это Эрдоган и обещал. Вокруг Идлиба был замес из-за атаки на турецких военных, и это была просто ответная реакция, но локального характера. А вот теперь пошло настоящее взрослое валево. Что известно на эти минуты? В небо Сирии вошли уже не только дроны, но и самолеты турецких ВВС. Якобы они уже сожгли большую колонну техники, шедшую по шоссе М5 в сторону Саракип-Идлиб. Кроме того, особое внимание уделяется уничтожению аэродромов, которые противник так или иначе использовал для нападения на объекты в зоне деэскалации. Пока ничего не известно о воздушных боях с российской авиацией, но уже известно о том, что у границы Сирии баражируют как минимум 2 летающих танкера, которые будут заправлять истребители в воздухе. Сирийское телевидение уже подтверждает массированные удары по объектам режима и передает, что готовятся удары уже по турецкой территории. Турки заблаговременно развернули всю имеющуюся у них ПВО вдоль границы с Сирией. Что самое интересное, уже идут сообщения о том, что якобы удары уже нанесены по военным объектам в Латакии, вотчине россиян. Значит ли это, что и авиабаза Хмеймим стала законной целью, узнаем чуть позже. А пока ситуация только набирает обороты.
Пока все внимание наблюдателей сосредоточено на южном фланге НАТО, а именно на Сирии, где турецкая армия начала активно вытеснять макшанско-алавитские войска из зоны деэскалации, которая закреплена за Турцией, на северном фланге Альянса разворачиваются не менее, а может и более крупные события. Речь идет о начавшихся учениях НАТО Defender Europe 20, проходящих от Германии на западе и до стран Балтии на востоке. Из названия учений следует, что речь идет о плане обороны стран, на территории которых и развернулась основная масса маневров. Таковыми являются Польша и страны Балтии, поскольку Германия играет роль места сосредоточения войск, выдвигающихся на восток. Отсюда следует, что оборона предполагает отражение нападения с восточного направления, то есть имеется в виду агрессия РФ. Учения уже вызвали изжогу в Москве, поскольку по своему размаху, численности и целям они являются крупнейшими из тех, что проводились за последнюю четверть века. В Москву даже выдвинулся министр обороны Франции Франсуа Лекуант, которому поручено довести до россиян, что именно сейчас это действительно учение. Общая численность личного состава, задействованного в ходе учений, составляет 40 тысяч человек. Интересно, что 3/4 личного состава будет обеспечено Штатами. Почти 10-тысячная группировка американских войск, находящихся постоянно в Европе, полностью задействуется в учениях, а еще почти 20 тысяч перебрасывается морем. Остальное количество войск обеспечивает 17 стран НАТО, причем только Польша выставляет более 2000 человек. Интересными являются и стадии этих учений. Все началось еще в январе с крупной логистической операции по переброске американских войск с военных баз Форт Худ, Форт Блисс и Форт Стюарт железной дорогой в морские порты, расположенные в Чарльстоне, Саванне, Бамонте и Порт-Артуре. Погрузка началась 23 января, после чего морским транспортом личный состав и около 2000 единиц боевой техники были переброшены в ряд европейских портов, включая бельгийский Антверпен, голландский Флиссенген, немецкий Бремерхафен и эстонский Палдиски. Одной из очевидных задач учений как раз и являются логистические мероприятия, связанные с перемещением большого количества войск. Это было первым этапом учений. Начиная с 28 февраля, объединенные войска вошли на территорию Польши, где распределились по 3 авиабазам, 3 полигонам и 2 учебным центрам, где будут проводиться отдельные упражнения учений, а на следующем этапе войска войдут на территорию стран Балтии, где будут отрабатывать действия, связанные с отражением агрессии условного противника, который всем известен под кодовым названием «Ваня, иди домой, водки нет». Но в перечне мероприятий имеется еще один важный пункт. Будут отрабатываться мероприятия по организации складирования и хранения боевой техники, вооружений, боеприпасов и амуниции. В связи с этим возникает большой вопрос о том, вся ли техника отправится за океан по окончанию учений. И отправится ли хоть что-то. В общем, учения продлятся до апреля, и за это время мы планируем еще не раз вернуться к этой теме и в более подробном формате. Так, я надеюсь, вам понравилось. Все очень серьезно и продолжается по нарастающей. Никто больше России давать спуску никто не собирается. И дополнить это видео, которое только что вы увидели, хочется вот этим прекрасным видео, которое должно быть просто в коллекции быть у каждого уважающего себя антипутиниста. Так, давайте посмотрим 2 минутки.
Так, как вам турецкие дроны? Что вы можете сказать по этому поводу? Так, давайте тогда перейдем к вашим вопросам, а потом я вам расскажу, что в Сирии Башар Асад и террорист Путин применяют газ еще с апреля 2017 года. А сейчас я вам еще одно очень интересное видео покажу. Рубайте, тебе, кстати, понравится это видео. Так, давайте чуть-чуть тогда ваши вопросы. Мила Йович, Эрдоганушка, загаси окурка. Да. Да домой, загасит. Фриман антипутинизм. Я буду с уважением относиться к государству Турция, когда оно признает ЧРИ, а к турецкому народу я и так отношусь с уважением. То же самое я могу сказать от себя. Я буду очень уважать. И надо бы уже, надо. Очень уже, пора уже всем признать Чеченскую республику Ичкерия. Дометию, эти дроны Турция сама делает или получает от НАТО? Ну, скорее всего, это их турецкое производство. Маждада говорит, эти дроны на вооружении НАТО производятся в США, Израиле, Южной Корее и Британии. Вот и ответ. Дух свободы. Дроны отличное средство против русских террористов, говорит. Полностью согласен. Аугусто Пиночет. Эрдоган тоже та еще. Не факт, что он с Путлером заодно действует в Сирии. Нет, заодно он не действует. Чечня не Россия. Путин, закупи турецкие помидоры. Пригодятся, когда Эрдоган будет мочить, их там нету. Да. Со сообщений. Ешь Бог. Так, освободил меча. Сообщение. Он социал С. Водки нет, говорит. Он социал С. Яря, яичник. Лили Путин, я тебя... Фамилия Иш Бог. Он социал. Аслан, в прямом эфире отна ости тилпотуа цу дютер дохуик. Расх боло мубо, муджаич бубох, нахи боло мубоит. Муджаич бубо, нахи. Кому позвонить, я не понял, он социал. Кому ты говоришь позвонить в прямой эфир, чтобы он рассказал, как... Поясни мне, он социал. Так, давайте перейдем дальше к этим вопросам. Так, Аслан, не забудь сказать о развале в конце. Хорошо, еще у нас сколько? 12 минут. Что надо было сказать, Руслан Серебряный? Напиши еще раз. Россия должна быть разрушена. Чужой среди своих. Похоже на путинские мультики с его ракетой за взмахами и махами. Так, Владимир Рабинович, турки отличные свои дроны делают. Так, Турк-Оглу тоже подтверждает. Ну ладно, это могла быть ошибка. Турецкое производство, эти дроны, компания Aselsan, говорит Силен Шадов. Ну все, турецкие, господа. Аугусто Пиночет. Как объяснить указ об открытии потока беженцев в Европу? Это выгода для Путлера. Прикормленные им партии в Европе будут набирать популярность. Но Эрдоган тоже что-то должен был делать, когда уже он в войну ввязался. Яромир Василевский. Развал Рашки в конце не забудь. Все, Яромир, принято. Так. Бесстрашию подчиняется реальность, говорит Чингисхан. Совершенно верно. Я не спорю, говорит Маждадов. В Турции, может, и есть свои дроны. Я про натовские дроны. Они на вооружении стран, находящихся в НАТО. Основное время кончается. Скинь новость еще какую-нибудь. Привет из Симферополя. Турки красавцы, говорит Денис Поляков. Так, Аслан, как думаешь, в каком звании ярый критик Кадырова? Не знаю. Не знаю. Жаль, что мир добиться приходит только через уничтожение, но другого они не заслуживают, говорит Алаким.
Да, да, да. Смотрите, я вам сейчас покажу одно видео. Здесь есть Рубати Мицаева. Да? Рубати Мицаева очень эмоциональная женщина. То, что видела и пережила Рубати, не каждый мужчина смог бы пережить и дальше с этим жить. Не стать алкоголиком, наркоманом и не покончить здесь самоубийством, это реально сложно. Реально психически очень сложно пережить гибель своих людей. У Рубати погиб ребенок, маленький ребенок, и она вышла на войну, когда русские убили ее ребенка, и она вышла на войну именно тогда. Я хочу показать вам фильм про Рубати. Это 4 минуты займет, 4,5 минуты. И все, кто мне там рассказывает, что там, на Рубати такая, Рубати сякая и так далее, скажите, что сделали вы вот после этого фильма, и тогда вы можете говорить. Я не хочу сказать, что Рубати не ругается. Она ругается, это правда. Не хочу сказать, что она не выбирает слова. Да, она не выбирает слова. Да, это так. Она может сказать. Но надо понимать, что этот человек абсолютно никогда никем не может быть обвинен, эта женщина не может быть обвинена в измене, в предательстве там, и так далее. Просто давайте посмотрим этот ролик, и после этого, я думаю, нам будет много о чем обсудить. Во время боя санитарная машина-вездеход с ранеными загорелась. Рубати в первую очередь схватила этот флаг, потом прыгнула к раненым и начала их вытаскивать, чтобы не сгорели. «Умар, помоги!» — крикнула водителю, но он не услышал. Подошла к Умару, он уже горел. Умирая перед смертью, еле шевеля обгоревшими губами, попросил повесь флаг после войны над президентским дворцом. 3 раза сказал «Аллаху Акбар» и умер. 6 августа 1996 года, когда восставший народ смел оккупантов, освободив город Грозный, Рубати исполнила последнее завещание Умара Исиева, повесила флаг Джохара над уцелевшим зданием Совета Министров. Президентский дворец уже был взорван и сожжен. От своего имени антитеррорчери и многих чеченцев желаю Рубати долгих лет жизни. Да хранит тебя Всевышний. Давайте сначала я По тут... некоторым сведениям, сегодня из Моздока по направлению к Грозному выдвинулась парашютно-десантная дивизия. А в последние дни в Грозном, как это не покажется странным, все чаще становятся заметны женщины-чеченки в военной форме и с автоматами. Я со своими братьями, и мне не страшно. Героиня Кавказа, кавалер 5 орденов и медалей Ичкерии, среди них Высший орден Чеченской Республики Ичкерия Коман-Си, честь нации Чеченской Республики Ичкерия, легендарная Рубати Мицаева. О ней написала Алла Дудаева, супруга героя Кавказа Джохара Дудаева в своей книге «Миллион первый». Рубати оказалась на войне случайно. После очередной танковой атаки за ней заехал муж, не так давно ушедший в ополчение, и увез жену помочь тяжелораненым. Медицинского персонала катастрофически не хватало. Наспех одев полугодовалого сына, Рубати отнесла его к соседке, русской бабушке. «Я скоро», — пообещала она, но вернулась только через 2 недели. Русские солдаты сожгли ее дом и расстреляли бабушку вместе с 6-месячным ребенком. Похоронив их рядом с пепелищем, на соседнем поле, она ушла через горящий город обратно на позиции. За очередной группой раненых в осажденный и насквозь простреливаемый президентский дворец прорвалась санитарная машина Рубати. Она с водителем зашла к Зелимхану в кабинет, в соседней комнате был Джохар. Охрана ее остановила: «Не зайдешь». А я закричу, он меня услышит и выйдет. Вдруг дверь открылась, на пороге стоял Джохар. Рубати кинулась к нему: «Джохар, у нас беда. Нашу санитарку подбивают то наши, то русские.
Почему? У нас украли флаг ополченцы, из-за этого нас теперь не узнают. Джохар забрал свой флаг у охраны и передал Рубати. Этот флаг, подаренный Джохаром, многие пытались украсть, но Рубати с Умаром и Сивом охраняли его и пронесли через всю войну. Когда во время боя санитарная машина-вездеход с ранеными загорелась, Рубати в первую очередь схватила этот флаг, потом прыгнула к раненым и начала их вытаскивать, чтобы не сгорели. «Умар, помоги!» — крикнула водителю, но он не услышал. Подошла к Умару, он уже горел. Умирая перед смертью, еле шевеля обгоревшими губами, попросил повесь флаг после войны над президентским дворцом. 3 раза сказал «Аллаху Акбар» и умер. 6 августа 1996 года, когда восставший народ смел оккупантов, освободив город Грозный, Рубати исполнила последнее завещание Умара и Сива, повесила флаг Джохара над уцелевшим зданием Совета Министров. Президентский дворец уже был взорван и сожжен. От своего имени антитеррорчери и многих чеченцев желаю Рубати долгих лет жизни. Да хранит тебя Всевышний. Амин. Амин. Да, Лука, Рубати. Мосу ваша иша, он это арвикшвик, да, дольше, да, тон ишма дольше, да, Аллах дольше тон. Дело есть выше. Так, со мной связался один из сотрудников спецслужб МВД России по Чеченской Республике, рассказал много чего. В следующем эфире вы услышите новости по этому поводу. Вот сообщаю вам такую новость от Унсоциал-С. Так что следующий эфир у нас будет уже сегодня 2 у нас, через 4 дня 6. Ну, может быть, я проведу эфир раньше, потому что я буду в Берлине. 7 я буду в Берлине, 6 я проведу эфир и 7 буду в Берлине. Тогда все по графику тогда получится. И, конечно же, я 7 тоже буду прямые включения делать. И мы будем показывать, как происходит там наша встреча, как мы общаемся, как мы встречаемся и так далее, и так далее. Всего самого хорошего. Могу поотвечать еще несколько минут, 2 минуты. Так, посмотрим. Да, и Баду. Ну все, короче говоря, на этом тогда стрим закончим. Я хотел вот на этой ноте закончить. Россия должна быть разрушена. И на следующем эфире вы обязательно услышите общение с сотрудником спецслужб МВД России по Чеченской Республике. Всего самого хорошего. Ассаламу алейкум. До свидания.